мною принято решение о проведении специальной военной операции. На протяжении нескольких лет мы становимся свидетелями действий, направленных на искажение и подмену ценностей. Эти действия отражаются во всех сферах жизни, например, в спорте. Страдают наши граждане, наши земляки. В современном мире не должно быть двойных стандартов. Наступает тот момент, когда необходимо перейти от слов к делу. Военная операция на Украине – это крайняя мера, направленная на то, чтобы прекратить террор, длившийся в течение 8 лет против народа Луганска и Донецка. Настало то самое время, когда наш народ должен сплотиться возле своего лидера, президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Пусть ватником зовут и Колорадом, ведь память наша крепче, чем гранит. И под Кабулом, и Джалалабадом солдат, погибший, родину хранит. Солдат советский родину хранит. Я брат того солдата, прошедшего Кавказ, захвали отстоявшего по миру и Донбасс. За Киви и Арсена, за Ромку и Санька, девчонок медсамбата, чей подвиг на века. Скажу, волью без мата, что вороньем кружит. Я внук того солдата, я сын того солдата, я брат того солдата, что родину хранит. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Вопрос есть? Сидоров Михаил Иванович. Чемпионов Анатолий Иванович. Зоркий Евгений Петрович. Иванов Максим Николаевич. Внимание, автомобиль проезжей часть. Геополитическая ситуация в мире вносит свои коррективы. И сегодня наши земляки, наши ребята выполняют свой священный долг, защищают нашу Родину, безопасность нашего государства.
Смысла нет никакого. Какой смысл в Это этом? просто Военного смысла нет никакого, запугивание. нулевого.